организатора теракта в Дангаре, приговорили к пожизненному заключению. Его приговорили за убийство с особой жестокостью и терроризм, еще двое сядут за финансирование террористов. Хусейн Абдусамадов, приговоренный к пожизненному заключению. Верховный суд Таджикистана, сегодня, 21 ноября, приговорил к пожизненному заключению Хусейна Абдусамадова, главу группировки, напавшей на велотуристов в Дангаре летом этого года, сообщает радио ОСОДИ. Отмечается, что на выездном судебном заседании, в СИЗО Минюста Таджикистана, судья Верховного суда РТ приговорил Хусейна Абдусамадова к пожизненному заключению. Еще двое фигурантов этого дела, Карамат Улуганиев и Бехрус Сафоев, приговорены к 16 годам лишения свободы. Кроме того, еще 12 человек получили сроки от 1 до 1,5 лет лишения свободы, за несообщение о преступлении, статья 347 УК РТ. 19 ноября источник в Верховном суде РТ сообщил, АП, что на проходящем процессе по делу о жестоком убийстве 4 иностранных велотуристов, представитель Генеральной прокуратуры РТ попросил суд приговорить Хусейна Абдусамадова к пожизненному заключению. Источник также сообщил, что Абдусамадов признал свою вину, но не раскаялся в содеянном. В отношении Хусейна Абдусамадова было возбуждено уголовное дело по несколько статьям УК РТ, среди них убийство с особой жестокостью, терроризм, экстремизм, организация преступного сообщества, умышленное уничтожение имущества, вовлечение граждан в участие в боевых действиях за рубежом. Открытый процесс за закрытыми дверями. Выездной судебный процесс проходит в СИЗО Минюста, Примред, по рассмотрению уголовного дела о жестоком убийстве 4 иностранных велотуристов, которое произошло в конце июля на автотрассе в Дангаринском районе, начался 23 октября. Несмотря на то, что заседание проходит в открытом режиме, в зал судебных заседаний пускают только адвокатов и свидетелей. В Верховном суде, АП, сообщили, что по завершению подготовят материалы и сообщают все подробности. Ранее Верховный суд Республики сообщил, что заседание суда над напавшими на туристов будет открытым, однако по внутренним правилам вышеназванного следственного изолятора, туда могут попасть лишь те лица, которые имеют специальные разрешения. Крупнейший теракт. Нападение на иностранных туристов произошло 29 июля этого года на территории Джамаат-Асибистан Дангаринского района Хэтлонской области. Тогда в результате нападения погибли 4 путешественников, 29-летние супруги из США Джей Остин и Лорен Гиган, житель Нидерландов Рене Вокки и гражданин Швейцарии Хамель Маркус. Двое, Ким Постма и Диминт Мари Клер, получили ранения. Из 5 человек, непосредственно напавших на туристов, в живых остался лишь Хусейн Абдусамадов, остальные 4 напавших были ликвидированы в ходе спецоперации по их задержанию. В отношении Хусейна Абдусамадова тогда было возбуждено уголовное дело по статье 104, Ч2, убийство с особой жестокостью, и по статье 179 Ч2, терроризм.